Я, например, заставлял плавать иголку в воде. Систематическое занятие шахматами повышает учебную успеваемость. И студенты в университете, когда я преподавал, говорили, что Владимир Анатольевич, вам бы в КВН выступать, да? Я постарался отобрать те книги, которые как-то больше на меня повлияли, больше такой вот запоминающий след оставили в моей жизни. Это прежде всего такая книга, замечательная книга, которая популяризирует физику, «Занимательная физика» Якова Перельмана. Это очень старое, на самом деле, издание, еще довоенного времени, да, и, соответственно, эта книга оказала большое на меня такое впечатление, когда я еще закончил 3 класс, еще физика должна была начаться где-то еще через несколько лет, но после прочтения этой книги, я все лето ее читал, значит, я долго ждал, когда же наконец начнется у нас такой предмет физика в школе. Там таким легким, простым языком описывались разные физические явления, предлагались разные эксперименты. Я, например, заставлял плавать иголку в воде, пытался, чтобы копейка, значит, плавала, да, но копейку мне не удалось тогда, да. Вот, ну и там другие разные опыты. И кроме того, там были такие цитаты, вставки из научно-популярных таких романов. Ну, допустим, того же Жюль Верна, да, как там человек оказался в невесомости и там значит, плавал там у себя в комнате, там, прилипнув там к потолку и так далее, да, то есть вот такие вот вещи тоже как бы будили воображение у ребенка, получается, да, и как-то было очень интересно вот это, да, я потом вот того же Жюль Верна в библиотеке брал, читал, тоже вот очень интересно было. Когда появилась физика, конечно, с интересом я там занимался, и математикой занимался интересом, и потом уже поступил там в заочные школы там при МФТИ, при Малом Мехмате, потом поступил в физмат-школу при Московском университете, потом Московский университет Мехмат. Ну, в общем, получается, вот такой прямой линии у меня эта дорога открылась с 3 класса благодаря этой книге. Вот. Вторая книга, наверное, знакомая всем. Это книга «Сказки Пушкина». Ну, в разных изданиях она бывала, да, но вот у меня такая книга, которая, ну, в общем, как сказать, тоже достаточно старое издание, естественно, да, который читал и я читал, и потом читала моя сестренка, и она, помню, когда была совсем маленькая, она всю ее изрисовала так, как вот она хотела, видимо, она хотела что-то очень красивое изобразить на страницах этой книги. Ну вот потом вот в таком виде она и осталась. Вот. Ну, сказки Пушкина, конечно, это на самом деле, наверное, нас всех россиян, можно сказать, да, и не только, ну, Советский Союз, может быть, да, всех русскоязычных, скажем, людей, и не только, наверное, да, в общем-то, такой погружали в мир такой сказок, в мир такой очень красивый и поэтичный мир. Вот сказка о царе Салтане, сказка о золотом петушке, о старухе, вернее, о старике и его старухе, или о старике и золотой рыбке, там, да. Вот это все, конечно, очень так завораживало. И вот действительно, я помню, что в младших классах я иногда даже не мог понять, я читал эту книгу или смотрел фильм. Потому что в голове все время, вот когда ты читаешь, все время эти вот картины, и очень четко вот они виделись, все эти герои, там, действия. И думаешь, я это читал или это был фильм, я такой смотрел, да? Вот. Это действительно помогает, получается, ребенку вот формировать воображение, да? Вот. Сейчас, конечно, когда вот смотрят мультики, допустим, да, мультики или там фильмы, когда сразу видишь этих героев, то уже вот эта часть, она как бы отсутствует, да, вот, нарисовать у себя в воображении вот это все. Вот. И третья книга, может быть, такая малоизвестная, так, но ну, на самом деле такая достаточно популярная, может быть, в советское время она и была. Это Борис Привалов «Веселый мудрец», книга, которая рассказывает о приключениях, можно сказать, да, такого очень известного народного героя Хаджина Средина, который вот и очень популярен вот в странах Средней Азии. Вот. Такая веселая довольно-таки книга, она меня привлекла, помню еще, когда мне было лет 10, я ее купил на рынке, она была уже тогда такой подержанной,
увидев ее обложку, на желтой обложке яркой был изображена такая картина, как значит, один радостный, значит, такой человек оседлал другого и, значит, на нем как бы мчит по улице, да, вот, ну, то есть меня эта вот картинка такая как-то привлекла, немножко пролистал, увидел там интересные какие-то моменты и взял, и действительно это такой, можно сказать, кладезь такой народной мудрости, можно сказать, да, и короткие такие поучительные истории о человеке, который вот боролся за справедливость, можно сказать, за права таких самых бедных слоев населения, можно так сказать. Да. Книга, она вот, наверное, повлияла, может быть, на такой склад характера, может быть, да, такой. Очень много юмора в этой книге, так, и юмора, и причем такого изобретательного, да, то есть этот веселый мудрец Нахаджан Сердин очень изобретательно выходит из разных затруднительных ситуаций. Он очень остроумный, острый на язык, и вот это вот как бы очень привлекает тоже, да, как вот можно, как говорится, острым языком добиваться каких-то результатов, да, вот. И поэтому вот это чувство юмора, ну, может быть, тоже вот, как бы повлияло на меня в моем тоже вот таком образе мышления, да, то есть иногда вот, я помню, студенты в университете, когда я преподавал, говорили, что Владимир Анатольевич, там, вам бы в КВН выступать, да, там, с разными там этими шутками, репликами и так далее, да, вот, ну, то есть, может быть, это оттуда. Значит, вот я принес с собой книгу, называется «Республиканский шахматный конгресс». Эта книга выпущена по материалам Третьего республиканского шахматного конгресса, который проходил в честь 85-летия нашего первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева. Ну, мы все знаем, что Михаил Ефимович, в общем, поддерживал шахматы, любил. У него было свое видение, как развивать шахматы и как шахматы могут повлиять на развитие детей. Мы все знаем его такую концепцию 5 китов развития ребенка. Это музыка, изобразительное искусство, шахматы, языки и спорт. Да? Вот шахматы – один из 5 китов. И вот в этой книге они приведены убедительные доказательства того, что систематическое занятие шахматами повышает учебную успеваемость. Есть и примеры, связанные, вот, экспериментов, которые проводили в Челябинской области, в Садке, московские, значит, есть армянские, значит, такие данные, да, которые говорят, что существенно увеличивается успеваемость у учеников. Вот, поэтому мы, в принципе, в республике тоже уже достаточно давно работаем над тем, чтобы внедрять шахматное образование как инструмент развития мышления, или, точнее, у психологов есть такой термин, как способность действовать в уме. Вот именно это развивается путем вот той методики, которую мы внедряем, методики Игоря Георгиевича Сухина, которая здесь тоже, значит, содержится, да, в этой книге. Ну и, соответственно, мы здесь на конгрессе приняли ряд решений, которые уже начинаем исполнять. В частности, мы включили в перечень школьных олимпиад наряду с математикой, физикой и другими предметами решение шахматных композиций. Это очень близко, на самом деле, к олимпиаде по математике, то есть выдаются задания, ну, на шахматную тему, и ребята решают и сдают. И уже очень успешный опыт, я так считаю, да, поскольку 45 детей отобрались на республиканский этап, и они представляют 20 районов и городских округов республики. То есть мы считаем, что таким образом мы охватим больше районов, больше будет популяризации шахмат, и, соответственно, больше будет влияние шахмат на интеллект наших детей. Ну и дальше со всеми, как говорится, последующими бонусами от этого. Вот, и эту книгу вот мы хотели как раз, чтобы прочитали все педагоги, может быть, руководители организаций, да, которые могут у себя вот внедрить шахматы как образование. Владимир Анатольевич, насколько я поняла, тогда это издание совсем новое, да? Да, это вот мы буквально недавно, значит, выпустили эту книгу. Где читатели могут познакомиться? Да, читатели могут познакомиться вот в вашей библиотеке обязательно, но мы и передадим еще и в другие библиотеки. Да.